вас на торжественной церемонии награждения победителей межрегионального конкурса «Педагогические династии». В очном этапе принимают участие 11 династий. Общий педагогический стаж династии рекордсмена – 410 лет. Действительно, с 2012 года, вот уже 8 лет, в нашем университете этот конкурс проходит. Он начинался там межфакультетский, сегодня он стал межрегиональным. Мне мои помощники подсказывают, что рекорд был конкурса 1197 лет, то есть нам есть куда стремиться. Это же на самом деле уникально. Мы же понимаем, кто приходит, допустим, к нам в педвуз. Одна из больших категорий – это у кого учителя, родители, у кого бабушки и дедушки учителя, кто по наследству это передает. Это очень здорово. Ну и я уверен, что ваш опыт и опыт ваших последователей, опыт всех тех, кто в вашей династии находится, он станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития системы образования и Республики Башкортостан, и тех регионов, которые вы представляете. А цель у нас одна. Президент страны нам поставил, что в 2024 году система образования Российской Федерации должна войти в десятку лучших по всему миру. На это мы будем работать. Спасибо вам большое. Спасибо. Диплом первой степени в номинации «Наука. Наша жизнь» вручается династии Исенбаевых-Ахметьяновых. Выходят, на самом деле, люди, состоявшиеся в профессии, финал этого мероприятия, очень важного мероприятия для всей системы образования, не только нашего региона, но и всех соседних, которые активно участвуют уже который год. Я попросил у председателя жюри меня исключить на следующий год из состава жюри, потому что тоже хочу принять участие. Мы посчитали со всей своей родней, приближаемся к цифре в 1000 лет. Сам пятое поколение учитель. Коллеги, в первую очередь, конечно же, вам хочу пожелать здоровья, творческих побед, успехов, движения вперед. И диплом первой степени в номинации «Сердце отдаю детям» вручается династии Мацкевичуты-Бурдыка. Наверное, нельзя только закончить и получить педагогическую специальность, чтобы стать настоящим учителем. Это призвание, которое человек формирует, наверное, с первых дней своего личностного развития, формирует благодаря тому особому, я бы назвал, педагогическому генетическому коду, который закладывается от наших прародителей, предков. Это та среда, которая позволяет учителю особо относиться, находить чувство любви не только к своим собственным детям, но и ко всем детям, которые его окружают. Ведь фальшиво любить детей нельзя, они это очень чувствуют. И они всегда могут отличить настоящего от педагога, который имитирует свою педагогическую деятельность. А учитель, его призвание безгранично. И если он хороший учитель, к нему всегда будут стремиться дети из разных сел, и эта молва, которая будет о нем распространяться, она будет делать ему вот то самое звездное призвание, ту самую любовь от детей. Да? Недаром из века в век сохраняется особое отношение, особенно к сельскому учителю. И мы понимаем, что самый мудрый человек на селе, человек, которому всегда идут за советом, это всегда учитель. И огромное вам спасибо, что бережно приняв для себя и сохраняя это в своей профессиональной жизни, вы передаете это своим детям. Огромное вам спасибо, низкий земной поклон от меня, от имени Министерства просвещения, от министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова за то, что вы делаете. И дай вам Бог здоровья, личного счастья, удачи и, наверное, самой большой награды для каждого учителя – это любви и признание ваших учеников. Диплом первой степени в номинации «Из века в век» вручается династии Алмазовых. Диплом абсолютного победителя вручается династии Бзюновых.